Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Завершено расследование дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска. Материалы направлены в суд. В деле фигурируют 3 мужчин. В зависимости от роли они обвиняются в похищении, изнасиловании, соединенном с угрозой убийством, а также разбое. Кроме того, 2 обвиняются в незаконном лишении свободы. Один из них ответит в суде за насильственные действия сексуального характера. Следствием установлено, что в начале марта текущего года 2 обвиняемых в помещении автосервиса, расположенного на улице Василия Манчара города Якутска, произвели ремонт автомашины своего приятеля на сумму 5000 рублей. Клиент, испытывая материальные трудности, предложил мужчинам в качестве оплаты за выполненную работу привести им девушку для оказания интимных услуг, на что те согласились. Поздним вечером 16 марта обвиняемый отправился на поиски девушки и в районе улицы Кузьмина увидел идущую женщину. Подъехав к ней, он насильно затащил ее в салон автомобиля, заблокировав двери. На просьбы отпустить он не реагировал и, отъехав недалеко от места похищения, совершил изнасилование потерпевшей. После этого обвиняемый отвез девушку в помещение автосервиса, где передал ее своим приятелям. При этом он увидел спрятанный девушкой в обуви мобильный телефон и забрал его, после чего скрылся с места преступления. Приятели обвиняемого не позволяли ей покидать помещение автосервиса, при этом один из них совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера. Под утро, воспользовавшись тем, что мужчины уснули, потерпевшая покинула место своего удержания и обратилась в правоохранительные органы. Следует отметить, что бдительные граждане, проживающие по соседству с местом похищения девушки, сообщили об этом в правоохранительные органы сразу после произошедшего, что помогло оперативно установить личность и задержать злоумышленников. Данное преступление вызвало широкий резонанс в связи с особой дерзостью его совершения, и с первых минут ход следствия находился на особом контроле руководства Следственного управления. Органами внутренних дел было возбуждено уголовное дело по факту незаконной регистрации одного из обвиняемых в заброшенном доме. Следствием собрано достаточное количество доказательств виновности обвиняемых, которые легли в основу обвинительного заключения. Расследование дела завершено, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Полицейские по горячим следам раскрыли грабеж в Якутске. Подозреваемым оказался ранее судимый безработный 40-летний уроженец Чурапчинского района. Установлено, что подозреваемый и потерпевший вместе выпивали. В это время новый знакомый попросил у потерпевшего сотовый телефон для звонка. Как только тот достал телефон из кармана, злоумышленник выхватил смартфон из его рук и скрылся в неизвестном направлении. После чего подозреваемый сдал смартфон в ломбард, а на вырученные 4000 рублей продолжил пьянку. Также быстро кражу у пенсионера раскрыли полицейские в Алданском районе. Во время отсутствия потерпевшего неизвестные взломали входную дверь его дома и похитили мобильный телефон. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по горячим следам был установлен подозреваемый. Им оказался безработный, ранее судимый 20-летний местный житель. Водитель большегруза получил травмы в ДТП под Чульманом. Вчера на автодороге Лена под поселком Чульман произошло ДТП с грузовым автомобилем. Водитель получил серьезные травмы, сообщает Госавтоинспекция Республики. 58-летний мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, вследствие чего машина съехала в кювет и опрокинулась, сообщает в ведомстве. Водитель госпитализирован в Нерюнгринскую больницу. Состояние опьянения не установлено. В салоне автомобиля он находился один. В Нидерландах изъяли рекордную по меркам Европы партию метамфетамина. Полиция задержала груз весом в 2,5 тонны, рассказывает Никита Конев. Голландская полиция объявила об изъятии 2,5 тонн метамфетамина. И власти утверждают, что это крупнейший груз наркотиков, когда-либо задержанный в Европе. Точную цену называть не берутся, хотя даже по приблизительным подсчетам на улицах за него можно было выручить сотни миллионов евро. Обнаружили партию на прошлой неделе совершенно случайно. Сотрудники правоохранительных органов обыскивали офисное здание в рамках другого расследования и заметили, что второй этаж куда меньше внутри, чем выглядел снаружи. Вскоре им удалось найти тайную комнату, в которой хранился мед, расфасованный в черные пластиковые пакеты. Весь груз был уничтожен. Как заявили в полиции, арестов пока не последовало. Офицеры полиции штата Джорджия обнаружили в лесу живую новорожденную девочку в полиэтиленовом пакете. Малышку назвали Индия. Теперь правоохранители разыскивают ее маму. Подробности в репортаже Анастасии Дмитриевой. Живого младенца, завернутого в пластиковый пакет, обнаружила ночью в лесу полиция штата Джорджия. Событие произошло в 60 километрах от города Атланты 6 июня, но тогда власти не стали придавать делу огласки. Видео в Фейсбуке офис шерифа округа Форсайт разместил в среду. Кадры были сняты камерой, прикрепленной к форме заместителя шерифа.
На записи видно, как он открывает желтый полиэтиленовый пакет и обнаруживает там плачущего ребенка с прищепкой на пуповине. Затем офицер заворачивает девочку в одеяло. Новорожденную сразу доставили в больницу на обследование. Сейчас малышка в порядке и чувствует себя хорошо. О ней заботятся медики и работники Департамента по делам семьи и детей штата. Девочку назвали Индия. Власти все еще ищут ее маму и призывают людей делиться информацией, чтобы узнать хоть что-то о происхождении ребенка. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.